Заразившийся коронавирусом глава Демпартии Таджикистана предлагает объявить в стране военное положение. Он считает, что в штабе по борьбе с пандемией нужна железная рука, которая есть у главы КОНП. Депутат Нижней палаты парламента Таджикистана, лидер демократической партии страны Саид Джафар Усманзода считает, что в республике необходимо ввести военное положение и общенациональный карантин. Он сказал Азия Плюс, что находится в одной из больниц города и его состояние намного лучше по сравнению с тем, когда он только был госпитализирован. Причем, сначала ему поставили диагноз ОРВИ, а на днях выявили COVID-19. Он также призывает власти не скрывать от народа и международного сообщества всю правду о сложившейся ситуации с коронавирусом. О каких 32 фактах может идти речь, когда только из моего окружения наравне со мной заразились коронавирусом еще несколько моих близких, отметил Усманзода. Он также считает, что настало время сменить главу республиканского штаба по борьбе с пандемией, потому что в этой структуре нужна железная рука, которая, по его мнению, есть у главы КОНП. Вместо премьер-министра страны Кахира Расулзода предлагаю назначить главой республиканского штаба по противодействию коронавирусу руководителя Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумина Етимова, а его заместителем мэра Душанбе Рустама Эмомали. Убежден, что именно они могут справиться с ситуацией, отметил депутат. Причем, по его мнению, справляться надо не только с эпидемиологической ситуацией, но и социальной, экономической, поскольку цены повышаются на лекарства и на продукты. Также в борьбе с коронавирусом Усманзода предлагает задействовать ресурсы таджикских олигархов. По состоянию на 2 мая, по данным Минздрава, в Таджикистане официально зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом COVID-19. 17 из них в Душанбе, 5 в РП и 10 в Сагдийской области. О первых 15 заразившихся, 10 в Сагде и 5 в Душанбе, было сообщено 30 апреля. Между тем, других подробностей о заразившихся не говорят, как и где были зарегистрированы факты заражения, в какой больнице и так далее.